Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Мы сегодня в гостях у Анастасии Ивановой. Анастасия у нас занимается фигурным маршмеллоу, да? Правильно сказать. Вот, честно говоря, я сегодня приехала вот к Анастасии, увидела вот эти фигурки, которые просто вот невозможно не назвать произведением каким-то, да? Их даже жалко съесть. Мы привыкли, наверное, как и я, видеть магазинские маршмеллоу, да, то есть это обычные такие белые, как полушарики, как трубочки, как трубочки, да. Ага, но здесь абсолютно вот как-то противоречит тому, что мы видим в магазине. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за гостеприимство, я уже успела попробовать, да, очень вкусно, было жалко, но тем не менее. Расскажите, откуда у вас появилась такая идея? Я знаю, что в Якутске, ну, подобного еще вот как бы я, по крайней мере, не видела, да? Так, еще раз здравствуйте. Рада вас приветствовать на своей творческой мастерской. Про маршмеллоу. Я увидела на просторах интернета то, что девушка занимается, делает такие фигурки. Мне тоже очень захотелось. Я попросила в подарок на день рождения мастер-класс. Родители подарили на день рождения мастер-класс. И вот буквально с ноября прошлого года я начала заниматься. Потихонечку попробовала, сделала фигурки красивые на Новый год. Ну и как-то, само собой, родственники, друзья брали, покупали, ну, в подарок тоже делала. Ну и как-то начали выкладывать у себя в соцсетях. Решила завести свою страничку и выкладывать туда фигурки. Насколько это трудоемкий процесс? Ну, вот смотришь и кажется, что это суперсложно, там и глазки нарисовать, и что-то приклеить, и соединить, да? Ну, на самом деле это не очень сложно, это очень долго. С начала заведения массы, отсадки фигурок до полного высыхания, ну, может пройти 5-6 часов, даже больше. Да, в зависимости от влажности в помещении. Фигурки сохнут 3 тоже там 5-6 часов, если очень влажно в помещении. А так, ну, достаточно такой легкий процесс. Ну, я уже привыкла. Ну, такой творческий, наверное. Да, очень много творчества. Разукрашивать, отсаживать каждую детальку, глазки рисовать. Вот это очень мне нравится. Ну и что вот нам для этого понадобится, да? Давайте расскажем. Да, для массы нам понадобится сахар, вода, глюкозный сироп или инвертный, желатин. Также либо белок, либо сухой белок, альбумин. Ну, я использую сухой белок, потому что это более безопасно. Так как термической обработки нет, фигурки сохнут сами по себе. Вот. Ну, если доверяете в продуктах, в яйцах, в белке, то можно, конечно, белок использовать. Также для раскрашивания и для окрашивания самой массы я использую пищевой краситель. И для отсадки еще, чтобы покрывать поверхность, куда отсаживать, у меня кукурузный крахмал. Ну, вот обычный. Ну, также нужны будут пакетики, сито и кисточки. Ну, в принципе, все. Сами фигурки хранятся в холодильнике, в закрытой, пластиковой, да? таре, чтобы не сохло. Ну, и я предлагаю приступить, да? Да, давайте. Начинаем мы с массы, да? Я заранее уже подготовила нужные ингредиенты. Это желатин с водой, пока стоит, набухает, альбумин с водой, сахар и сахарный сироп. Сейчас я буду взбивать массу, постепенно добавляя сахар, и одновременно с этим будет вариться сироп. Его нужно будет довести до определенной температуры. И после того, как масса взобьется полностью до крепких пиков, добавляем туда сахарный сироп и растопленный желатин. Где-то минут 5-6 я буду взбивать, потом растоплю желатин, добавлю и туда уже сиропчик.
Сироп у нас нагрелся до нужной температуры. Белки также взбились до крепких пик. Нужно будет растопить желатин буквально 15-20 секунд, чтобы он стал такой жиденький и не перегрелся. Импульсами. Вот примерно такой консистенции. Это всю массу, да, накладываете, получается? Можно всю и потом ее отдельно по пакетикам по маленьким раскладывать и уже в пакетиках прокрашивать. Либо можно отдельно прокрасить нужными цветами, да, сейчас я вот покажу. Масса схватывается очень быстро, и чтобы она не застыла в пакетиках, ее нужно хранить в духовке. Там у меня вот, лежит градусник. Температура должна быть примерно 35-40 градусов. И прямо ее туда, да? Да, и вот в течение всего процесса отсадки она должна храниться там, чтобы не застывать при вот этой температуре. Буквально капельку. Нужно очень быстро работать, потому что масса схватывается и застывает. Вот так. Сейчас покажу, как можно массу окрасить в самом пакетике. В пакетик капаем чуть-чуть краски и массу прям накладываем белую туда. И там прям вот так перемешиваем. Можно прям в пакетиках покрасить. Если, допустим, недостаточно ярко или вот сейчас черный, недостаточно черный, да, серый получился, можно добавить еще туда пакетик. Да, пакетик просто раскрыть, краситель добавить и также, когда масса долго лежит, очень долго, да, в духовке, она начинает сильно пузыриться. Поэтому желательно фигурки отсаживать где-то в течение часа, полтора максимум. Масса пока теплая, ее нужно перемешать. Обязательно каждый раз, когда масса лежит в духовке, потом ее достаете, ее нужно перемешать, чтобы не было пузырьков, чтобы она не застыла тоже. Обычно вот сейчас кончик подрежем, и она лежит, и все равно вот здесь вот в самом начале, да, возле кончика подрезанного, она такая уже застывшая. И вот так вот нужно будет перемешивать все.
нужно и пакетик пожмякать вот так. Да, видите, пузырики уже появились. Да, прям туда. Не бойтесь, так кончик-то нужно зажать, чтобы масса не вышла. Все размешали. Сейчас будем приступать к отсадке. Берете аккуратненько, поддавливаете вот здесь, да, чтобы масса вышла немножечко. Так, уже засох чуть-чуть. Так, выходит, да? Прямо до конца, да, видите? Сейчас будем делать медвежонка белого. Так. Делаем сначала голову. Они одинакового размера должны быть, да? Ну, без разницы, мишки разные бывают. Так, сейчас масса должна немножечко схватиться, и мы будем отсаживать туловище. Нужна бумажечка, кончик. Очищаем. Здесь пожмякали. И дальше мы отсаживаем туловище и ушки. Туловище чуть-чуть продолговатое будет. Также вот прям к голове нажимаете и вот так вот немножечко. Так, и ушки теперь. Так. Ой! Прилеплено. Такое бывает. Это уже все не спасти. Случайно задеваешь рукой, Да. и они все друг за друга цепляются, и все это не спасти уже, все просто на выброс. Нужно аккуратненько, да? Так, Это я беру, да? она берется, все, да, видите, вот крахмал не насыпали туда, она да. все уже насмерть прилипла. Ну, в принципе, масса хорошо застывает, можно сразу же сделать ножки. Вот так. Так, а то, что здесь у меня крахмала нет, это не помешает? Так сделать? Да, давайте. Можно вытереть и пожамкать опять. Очень быстро схватывается масса. Новую фигурку, единорожку. Опять кончик вытерли, пожамкали, все перемешали. Отсаживаем голову, она уже у мишки, ну, у мишки она круглая, а у единорожки она немножечко будет вытянутая. Так, да? Так. Чуть-чуть подождем. Пока можно перемешать, чтобы масса не застыла. Позже, как у мишки. Чуть-чуть продолговатая. Прям так же к голове и вот от головы. Можно сразу ножки сделать, как у мишки делаем. Единорожки. Вот у нас, да, на примере. Да.
Да, это получается прям так возишься, да, постоянно. Меняешь. Да, это постоянно все, вот все время на ногах, то есть 6 часов В вот это всё. движении. Да. Поэтому я отсаживаю стоя за рабочим столом, потому что каждый раз садиться, вставать неудобно. И вот поначалу очень сильно болела спина. Конечно. Первые дни, да, я думала, почему, что происходит, потом поняла, что это же я стояла столько часов. Думала, так всегда будет, сейчас уже более-менее Привыкаешь, да? Получается. Так, розовенькую вам. Сейчас будем меняться. Розовенькую, желтенькую тоже. Да, можно здесь подсмотреть, как сделать челочку. Вот, просто полосочки такие. По одному цвету и хвостик. И когда до кончика дошли, так отдергиваете. Вообще прекрасно. И хвостик также. Так, и чуть-чуть схватится, буквально секундок 30. Можете взять желтый. Схватываются они для того, чтобы не перемешивались друг с другом. Ну, сейчас масса очень хорошая, они быстренько подсыхают, детальки. А если масса немножко жидкая, и вы, допустим, отсадили голову и сразу же отсаживаете туловище, то оно просто вот, ну как, не склеивается, а в одну фигурку так. В общем, сливается, да, в одну фигурку. Можете на ножке сделать вот такие пяточки розовые. Сейчас я дам белую массу, и мы продолжим. Все, очень красиво. И сейчас ушки и рог. Ушки делаем как треугольничек немножечко, вот смотрите. Чуть побольше и сюда вот просто. Ну, вот так вывели. Отсадка фигурки у нас закончена, осталось разукрасить. Для раскрашивания фигурки нам понадобится блюдечко с водичкой, немножечко совсем, и краска. Краску чуть-чуть капаем на блюдечко. Вода нам нужна для того, чтобы развести, ну, чтобы не такая сильно была пигментированная. Кисточки. Так, чуть-чуть кисточку окунаем сюда и в краску. Так, мишки нарисуем ротик. Бровки можно нарисовать. Тоже все вручную отрисовывается. То есть пока еще полностью не застыло, мы можем рисовать, да? Да, когда все отрисовано, ее покрываем крахмалом и оставляем сушиться. То есть после крахмала, если, допустим, забыли разукрасить, нарисовать что-то, покрыли крахмалом уже, то все. Уже отрисовать не получится, потому что краска растекается. Ну, так разъезжается, потому что фигурка уже припудренная. Можно добавить ему как будто бы
зашили, да, его немножечко, как у мишки Тедди. И единорожки. Носик делаем, две вот так вот точечки. И глазки. Глазки сделаем с вами красивые или закрытые? Давайте я закрытые, наверное, нарисую попроще. Давайте тоже так же. Ага. Закрытый глазик и ресничка. На прорисовку глазок красивых очень много времени тоже уходит. Краска у нас уже схватилась, подсохла. Сейчас можем припудрить фигурки. Прям полностью Обильно, посыпаем, да, полностью. И потом это, видимо, кисточкой, да, так? убирается, Потом, да? да, немножечко они постоят, все убираем кисточкой и отправляем сушиться. Когда фигурки подсохнут, их нужно убрать в контейнер герметичный, чтобы они не засыхали, и хранить в холодильнике. Ну и, как сказала Анастасия, да, они подсыхают у нас сколько часов? 3-5. 3-5 часов, да? То есть Может можно быть, оставить дольше. на ночь, да? в принципе? Ну, на ночь, конечно, я когда оставляю, когда так получается, я включаю увлажнитель воздуха. Потому что если они будут стоять всю ночь, они засохнут вообще насовсем. Так что увлажнитель, и можно оставлять спокойно на ночь. Да. А так в течение дня вот спокойно лежат на столе, просто вот при комнатной температуре, при обычной влажности они могут вот высохнуть. Ну и в итоге у нас получается вот такая красота, да? Да. А если руку набить, так вообще. Анастасия, я знаю, вы сказали, что сейчас тоже параллельно обучаетесь, да, Да, уже более повторно. сложному, да, еще более крутому, я бы сказала, наверное, да, Да. крутой работе. Очень будем рады прийти к вам снова, увидеть, что из этого получается, да, ну и научиться тоже чему-то новому. Я для себя сегодня открыла совершенно другой мир, просто маршмеллоу, поняла, насколько это трудоемко, энергозатратно, да, все равно столько времени уходит, столько сил, столько средств получается, да, постоянно быть на ногах, да, сосредоточенным, ни одного шага не пропустить. Вам огромное спасибо, что поделились с нами, с нашими телезрителями такой полезной и интересной, и очень красивой информацией, с таким мастер-классом. Желаю вам творческих успехов. Спасибо и большое. до новых встреч. Буду вас ждать.